Тема нашего сегодняшнего разговора – что необходимо для успешной подготовки к ЕГЭ, как учителю и ученику освоить объем информации, представленной в пособиях по подготовке к экзамену. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с гостем в студии, главным редактором крупнейшего в стране издательства просвещения Надеждой Колесниковой. Надежда Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. О выпуске электронных учебников, когда все учебники находятся буквально в одном гаджете, говорят уже давно, но ситуация в России на сегодня такова, что пока и далеко не везде это реализуется. Когда все-таки электронные учебники внедрят повсеместно и, что самое главное, от чего это зависит? Нам необходимо понимать, что сейчас требования жестко очень существуют на уровне законодательства, что каждый учебник на бумажном носителе должен иметь свою электронную форму. Поэтому первое условие выполнено. Разрабатывая учебники, когда мы их готовим к изданию, мы всегда готовим электронную форму. Но электронный учебник – это ведь не тот, который переложили с бумаги, да, просто превратили и перенесли его в виртуальный носитель. Электронный учебник – это еще такая возможность мгновенно переходить с одного портала на другой, с одной информацией в поиске на другой. Поэтому электронные учебники уже сейчас достаточно актуальны, интересны, востребованы. Остается нерешенным самый главный вопрос – это носитель. Вот носитель информации, та техника, на которой будет использоваться электронный учебник, вот это самая главная проблема. Потому что и с точки зрения здоровья, с точки зрения требований Роспотребнадзора, выработать пока единые подходы к такому носителю нелегко. Как только будет решена эта проблема, с контентом вопросов не будет. И кто должен их приобретать? Вот, да, это самый главный вопрос финансирования. Совершенно верно. А вот как вообще меняется, на ваш взгляд, восприятие современными детьми, в условиях развития технологий, знаний? Вот, и как должны эти изменения учитывать составители учебников? Вы знаете, современное поколение, вообще это миф, что оно абсолютно не похоже на поколение предыдущее. Но, безусловно, большой шаг вперед сделан нашими детьми в умении воспринимать информацию. Правда, она сейчас воспринимается не столько в виде больших текстов, как когда-то были приучены мы, сколько такой краткой, четкой, максимально объемной информации, иллюстрированной. Вы знаете, иногда говорят, что у наших детей клиповое сознание, но мне бы не хотелось пользоваться этой расхожей фразой. Сознание детей достаточно глубоко, но вот оно должно быть сконцентрированным. У них нет времени, а иногда, давайте согласимся, и терпения, чтобы читать, осмысливать большие тексты. К этому их надо приучать специально. Поэтому, безусловно, работая над новыми учебниками, мы понимаем, как сконцентрировать информацию, сделать ее яркой и максимально, чтобы ее можно было эффективно усвоить. Надежда Борисовна, что необходимо для успешной подготовки к ЕГЭ и как учителю и ученику освоить объем информации, представленной в пособиях по подготовке к экзамену? Вы знаете, я все-таки глубоко разделяю мысль министра просвещения Ольги Юрьевны Васильевой. Не должно быть подготовка к ЕГЭ целью обучения. Вот единый государственный экзамен – это форма аттестации. И поверьте, если ребенок системно учится в школе, то сдать единый государственный экзамен можно и успешно. Но тем не менее, определенная тренировка здесь нужна, как в спорте, потому что все-таки краткий период времени достаточный для работы над экзаменом. Здесь есть, с моей точки зрения, 4 очень важных вопроса. Первое – это психологическая подготовленность, то есть этого не надо бояться. Хотя по последним исследованиям больше боятся родители, чем дети, я вам должна признаться. Второе – нужно очень хорошо понимать процедуру. Что можно, что нельзя, как правильно заполнить форматы тестов. То есть процедура она должна быть настолько понятна, чтобы не отвлекаться во время проведения уже экзамена на нее. Третья тема – это тесты, они ведь очень доступны, есть демо-версии, и они структурированы очень четко. Есть достаточно простые вопросы, есть вопросы очень сложные. Каждому ученику вместе с его педагогом нужно разработать свою собственную индивидуальную тактику. Если мне не нужен высокий балл, например, мне нужно получить достаточный балл для аттестата, значит, я отрабатываю четко вопросы, которые позволят мне решить эту проблему.
Если я хочу получить очень высокий балл, то, конечно, нужно научиться решать трудные задачи. Вот издательство «Просвещение» специально подготовило такой сборник, который сосредоточен в основном на решении трудных задач ЕГЭ. Вот в этом необходимо разобраться, потому что времени немного, а задачи непростые. Поэтому вот индивидуальная тактика подготовки к единому государственному экзамену. Я бы вот что посоветовала, осмысленно и понятно. Ну вот вокруг принятия нового федерального перечня учебников до сих пор не утихают дискуссии. Вот какие фундаментальные изменения произошли? Вы знаете, мы увидели федеральный перечень учебников, как и вся страна, 29 декабря. И вы знаете, он, с моей точки зрения, развенчал несколько мифов. Вот миф первый о том, что издательство «Просвещение» является, например, таким монополистом, всеобъемлющим в этом перечне. На самом деле все наконец увидели, что это не так. Во-первых, увеличилось количество издательств, которые принимают участие в перечне. Их было 26, сейчас стало 32. Причем в перечень включено большое количество региональных издательств, которые работают непосредственно в регионе. И в-третьих, вот издательство «Просвещение» представлено примерно 42% учебников мы представляем в федеральном перечне. Но мы с вами должны понимать, что вот такие крупные производители учебной литературы, они могут себе позволить фундаментальную научную работу над учебником. Или, например, осуществлять такие социальные проекты, которые не может себе позволить ни одно маленькое издательство. Кстати, издание учебников для малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. Мы работаем с вашей республикой очень давно. Мы готовим учебники по языку, по литературе таких народов, ну, и эвенков, эвенов, юкагиров. И, вы знаете, есть учебник, есть язык, и этот язык будет жить вечно. И, конечно, тираж таких учебников, он же очень маленький. Мы издаем 300-400 учебников на языках коренных народов Севера. Поэтому они не могут быть, конечно, вот с точки зрения экономики прибыльными, скажем так, да? Но это такой важнейший социальный проект, которому мы уделяем большое внимание. Это может позволить себе только большое издательство. А какие позиции у «Просвещения» в федеральном перечне и какие глобальные замены учебников произошли? И как учителям сделать правильный выбор по поводу учебника? Вы знаете, это непростой вопрос, и формат нашего такого короткой встречи, наверное, не позволит ответить на него всеобъемлюще. В перечне более 1000 учебников, 910 в основной его части. Ну вот я уже назвала процент, это 42% наших учебников. Сейчас очень внимательно нужно, конечно, и педагогам, и руководителям образовательных учреждений выработать тактику замены тех или иных линий, продолжения обучения по линейкам. Это такая серьезная методическая работа. И мы, издательство «Просвещение», наши авторы, наши методисты сделали все, чтобы помочь учителю в этом. Мы составили такой большой материал, который можно проанализировать, посмотреть и выработать правильное решение. Старыми учебниками можно будет пользоваться еще в течение 3 лет, поэтому есть возможность так тактически выстроить правильно, чтобы с точки зрения экономики в школе это было достаточно реально. Поэтому вот эта тема является темой, в том числе темой очень большого обсуждения, которое сейчас идет на январском форуме педагогов, который проходит в Якутии. Вчера было его торжественное открытие. Очень много говорили о реализации национальных проектов в Якутии. Я впервые в вашей республике, и мне было очень интересно познакомиться с такими амбициозными, серьезными планами в системе образования. А вот какие совместные проекты реализуются в «Просвещении» вместе с Якутией? Вы знаете, ведь «Просвещение» не только издательство. И я вот, наверное, первый проект уже озвучила о создании учебников для малочисленных народов Севера. Но «Просвещение» – это и группа компаний, которые и строят школы, и оснащают школы, и проводят повышение квалификации учителей. То есть мы стараемся играть роль такого интегратора в образовании. Поэтому вот проекты, которые включают в себя и строительство школ и детских садов, и оснащение под ключ кабинетов, и оснащение методическим обеспечением, и повышение квалификации учителей. Вот эти такие системные проекты, они для нас очень интересны, они интересны и вашей республике тоже.
А реализуется сейчас какой-нибудь конкретный проект, помимо Ну, учебников? сейчас мы сейчас как раз заключается соглашение, обсуждение происходит в этой части, поэтому я думаю, что чуть позже уже мы сможем конкретно рассказать о некоторых конкретных проектах. А как регион участвует в этом проекте? Как вы работаете с регионами вообще? Вы же, наверное, часто ездите? Конечно. Ну, каждый регион проявляет интерес к различным направлениям. Вы знаете, мы же оснащаем и кванториумы, которые сейчас строятся. У нас есть проект, который, например, посвящен открытию и оснащению медицинских классов. У нас есть проект, который посвящен оснащению кабинетов технологий. Под оснащением я понимаю и самый такой широкий спектр этой работы, в том числе и сопровождение учителей, поставку учебников, поставку оборудования, формирование совместной программы образовательной. Вот это то, чем мы занимаемся. А на Дальнем Востоке с кем-нибудь тесно сотрудничаете, кроме Якутии? Конечно, каждый регион в нашей стране так или иначе взаимодействует с просвещением в том или ином проекте. Надежда Борисовна, спасибо, что выделили время и устроили с нами такой интересный разговор. А я напомню, что гостем нашей студии была главный редактор крупнейшего в стране издательства «Просвещение» Надежда Колесникова.